Мы рады видеть вас, кто у нас первый раз, в Центральной муниципальной библиотеке Некрасова. Раз в месяц у нас проходит клуб маршрутами Удмуртии. Это клуб для путешественников, о путешественников и не только. Это клуб для тех, кто любит Удмуртию, город Ижевск, ну и Россию, да. И сегодня у нас гости, которых вы уже слышали, да. Коллектив «Мелодии небесной росы». Давайте поаплодируем. Я думаю, что они расскажут немного о своем коллективе, да, о своем творчестве. Да-да-да. Добрый вечер, уважаемые гости. Наш коллектив самодеятельный, мы не музыканты, просто любители вот этого прекрасного инструмента. Сейчас просто пока мы ждали начала мероприятия, мы просто поиграли вам некоторые мелодии Сергея Капустина, который изготовил вот все вот эти 12-струнные инструменты. Это наш ижевский мастер. Вообще крещ, этот инструмент называется крещ. Да? Сразу приходит в голову, что гусли. Действительно, аналогичные инструменты есть у многих народов, в частности, русские гусли, финские кантели, у народов Поволжья, у многих, у балтов, у молдаван есть такие подобные инструменты. Они чем-то все похожи. Это струнный щипковый инструмент, то есть играют на нем щипком, как на гитаре. В зависимости от назначения крещи бывают и 5-струнные, басовые, 7-струнки, 12-струнные и большие крещи. Большие крещи, большие гусли, они, великие гусли, они, как правило, использовались в молельных обрядах. Хранились они, ну так пишут, что в куалах, то есть в родовых святилищах, играли вот на таких очень важных мероприятиях. А бытовые, вот, которые поменьше, на них в основном играли на свадьбах, на различных мероприятиях, и хранились они просто в избах у удмуртов. Вообще разные формы вот эти крещи бывают. Вот у нас, как называется, крещ-стол. Вот такие вот большие крещи, 20 и более струн. Ну вот у нас по 20 струн, есть 23. Вот музей Кузибая-Герд стоит 23-струнный, есть даже 28 струн. Может быть, видели, если кто-то видел Воткинский ансамбль, профессиональный ансамбль крещистов, есть крещи, которые как лодочка сделаны, вот прям такой формы, тоже натянуты струны. Есть крещи в форме лебедя, то есть, возможно, различные формы этого инструмента. Но мы играем, наш ансамбль играет на 12-струнном инструменте, потому что он, наверное, для нас наиболее доступен, потому что мы профессионалы, на нем все-таки проще играть. В основном мы играем музыку, ну, различную музыку, в частности, Сергея Капустина, Бунгурова Сергея Николаевича, который начал возрождать крещ 30 лет назад. Но сегодня у нас тема все-таки по Удмуртии, и поэтому сыграем вам удмуртские мелодии. А вначале прозвучит удмуртский хоровод «Ширьян».
воды удмуртские ноги. Пусть она споет. Можно Правильно. Удмуртская народная песня «Мимиену вордем».
Сейчас попробуем вам сыграть на большие. Мы начали осваивать большие инструменты. Вот у нас пока одно произведение, может быть, попытаемся. Попытаемся. Нет? Как Макьёс. ВКонтакте «Мелодия небесной росы». Приходите на наши концерты в Национальный музей Кузибая Гердова. Смотрите нашу страничку. Спасибо вам за внимание. А гость сегодня нашего клуба — доктор биологических наук, профессор, почетный гражданин города Ижевска Виктор Васильевич Туганаев. Я думаю, он... Я не буду рассказывать, да, и говорить, о чем он сегодня нам поведает, но думаю, будет интересно. Присаживайтесь, и микрофон вам, чтобы всем слышно было. Я буду краток, наверное, что лекция у меня довольно большая, материала много, и этот материал, мне кажется, что представляет интерес. Я с детских лет, с малых лет начал интересоваться вопросами, давайте скажем, мироздания, что ли, религии. Я все время маму спрашивал, кто такой, что такое Инмар, где он живет, чем занимается, и знает ли он о моем существовании, о существовании каждого из нас. Вот эти вопросы почему-то у меня не уходили из головы, и до сих пор они у меня сидят в голове, хотя уже по-своему я могу ответить. Мама всегда ссылалась, апеллировала к Богу, к Инмару. Если что не знает, ну кто знает, Инмар его знает, Инмар это знает, а простой человек не знает. И мне хотелось с ним встретиться. И детское воображение и желание было настолько велики, видимо, что я несколько раз видел Инмара, несколько раз встречался вот так же, как встречаюсь с вами сейчас. Как он спускался с неба, то есть в моем воображении я рисовал его так, как я представлял, как мне рассказывали.
На меня смотрели, вообще-то говоря, волнашек, я волнашский, на несколько как на необычного человека. Не потому, что я такой толковый, умный был, а просто-напросто потому, что я рожден в рубашке, говорят, и по счету 7-й. Раз я 7-й ребенок, раз я в рубашке родился, то на всякие мероприятия, когда по языческим традициям те или другие проводились мероприятия, приглашали меня, полагая, что я придаю какую-то большую действенность всем проводимым мероприятиям. А уж ворожей, на картах и по разному ворожению всегда приглашали меня. Я охотно шел. Но, во-первых, я смотрел, как это все делается, и, во-вторых, тогда были очень суровые годы. Продовольствие – это была основная проблема. И когда приведешь, участвуешь, тебя накормят и так далее, мне поэтому не нравилось. Но все это продолжалось долго. Я и сейчас помню, представляю, как Бог спускался с неба ко мне, смотрел на меня. Он был одет точно так же, как царь Салтан из Пушкина, сказки Пушкина, сказка царя Салтана. Я видел его во сне. Держите поближе. Последний раз я видел Бога во сне 2 года тому назад. То есть время от времени появляется. Мне кажется, что это добрый знак. Потому что Бог выходит не по случаю, когда все нормально, все хорошо, все правильно. Но дело в том, что я очень сильно боялся всяких признаков, нечисти всякой. По-русски называют жобов. Жобов боялся очень. Чрезвычайно. Их я тоже видел. Вот в таком режиме я жил, и неудивительно, что я обращал внимание на вопросы религии очень и очень активно. Воспринимал глубоко, старался, по крайней мере. Так вот, в школе, когда учились, я не хотел вступать в пионеры. Мама говорила о том, что нечего делать, тем более, что нас чуть не раскулачили, мы просто убежали, семья наша уехала из Алнаши, но меня еще тогда не было. Но нас, учеников, малышей, строй поставили и повели в спортзал у нас в Алнашах. Всем повязали галстуки, прочитали закон юного пионера, что ли, и мы стали пионерами. Ну, думаю, комсомольцы ни за что не станут. И вдруг слышу, говорят о том, что комитет комсомола от школы выбрали столько-то, столько человек и перечислили фамилии, в том числе и мою фамилию. Я был удивлен, я еще не был комсомольцем. Ничего, говорит, я же не комсомольец, почему вы меня приняли сразу же в актив комсомольский? А мне сказали, примем, пойдем в райком комсомола. И мне дали комсомольский билет, это просто удивительно. Ну уж если я в комсомол вступил таким образом, то ни за что не буду коммунистом. А потом слышу, что, оказывается, Туганаев избран делегатом 27-го съезда КПСС, это там в Москву ехать. Меня Марисов пригласил, поздравил. Я говорю, я не член партии. Как же это? Как не член партии? Нет, а мы думали, что вы член партии. Такой правильный человек не член партии не гоже. Ну-ка срочно. И меня оформили, я стал коммунистом, и стал делегатом 27-го съезда КПСС. А почему? Нет, я ничего плохого не видел ни в комсомоле, ни в партии. Народ, люди были очень уважаемы и жили правильно. Не то, что в настоящее время. Но я просто-напросто не соглашался с тем, что там очень большой акцент делали на атеизм. А я в не верил. И вот когда все прошло, и когда все то, что прошло, что уже сейчас мы имеем, вот эти все преобразования, там, перестройку, я воспринял очень отрицательно. Положительно воспринял только тот момент, что теперь атеизма как бы нет. Теперь уже, по крайней мере, не преследуют. Но я хочу сказать о том, что сейчас вообще-то мы живем в интересное время. В 2006 году представители 68 национальных академий всего мира, это самая лучшая академия мира, объединенно провели заседание и приняли декларации о признании существования Творца Бога. Наша страна этот документ не подписала. Но до этого, в 2006 году, президент Академии наук Российской
он в своем докладе сказал о том, что мы не сможем объяснить многие фундаментальные законы в том случае, если не признаем наличие Творца. А мало того, относительно недавно выступал наш президент, он сказал о том, что надо вводить в школах, в школьной программе закон Божий. То есть уже как бы принимается это положение, что как бы Бог существует. Ну, теперь обретаем определенную смелость, уже начинаем свои позиции, свои взгляды выказывать и рассказывать. Теперь в отношении того, что я увлекался не только поиском религии, Бога, но увлекался народной медициной. Не потому, что просто вот я сознательно выбрал это направление, а потому, что жизнь заставила. Мама болела, очень сильно болела. Мы ходили по всяким знахарям, она меня водила с собой, и я смотрел с удивлением и с любопытством, маленький еще, как это все происходит. Я их, кто проводил эти мероприятия, я смотрел как на колдунов и ведьм, я как бы боялся, а потом привык. Но тем не менее, я очень хотел окреститься. Я хотел к нашему русскому Иисусу, Богу Иисусу Христу. И будучи учеником 5 класса, уже с 4-го перешел на 5, я добился того, что меня отпустили в церковь. И мы пешком с одной бабушкой, тетей Ариной, пошли из Анаши в село Можгу. 25 километров. Я прекрасно помню, как мы шли вместе, было очень утомительно, тяжело, летом жарко, и меня окрестили. Когда окрестили, я совсем преобразился. Вы знаете, как только появился домой, как первый же день ночью в 12 часов пошел на кладбище. Проверить себя. Потому что раз меня охраняет теперь Бог, ангелы, зачем мне бояться? И вот так и вот осмелел так сильно. А раньше боялся всего. Подполье боялся лазить, заходить. Ну, конечно, ночью. Купаться ночью я бы ни за что не купался. А там я осмелел. Вот какова была вера уже в Иисуса Христа. Ну, прошли времена, прошли годы. Потом, когда был уже молодым человеком, в 9-м, 10-м, был очень сильный атеизм, а я законопослушный. Я сидел, молчал в тряпочку, но в глубине души всегда молился в глубине. Моя мама знала молитвы, она училась в Елабуге, она молитв много знала на русском языке и на удмуртском тоже языке. Я до сих пор знаю несколько молитв, как от нее я научился. Вот так. А что касается народной медицины, то и после того, как мама умерла, все равно меня приглашали с собой. Я уже знал многих знахарей. Сейчас у меня в списке 63 знахаря. Я изучаю опыт. Многие из них, вообще-то говоря, слабо владеют своим делом, а есть очень сильные. Мне повезло, что я 7 лет работал с Елизаветой Ивановной Камашевой. Она сейчас живет в Завьялово. Но уже старая. Уже, в общем-то говоря, не на 100% работает серое вещество. Я очень рад, что, будучи в Казани, я в Каскадане был связан 17 лет, познакомился с местными татарскими знахарями. Они очень неплохие. И была такая Хаят Апа, она уже умерла. Она похоронила, она потеряла 8 детей. Все погибли на фронте. 8 почему детей? Потому что двойняшки были. И все 8 ребят, все мальчики, все они погибли на фронте. А муж, заместитель министра сельского хозяйства Татарстана, который ведал ветеринарное дело, вернулся инвалидом с фронта. И как только он зашел домой, заходил, она сразу же сказала: куда ты дел наших сыновей? Он спрашивает, что никто не вернулся? Да, никто не вернулся. И он упал, муж упал. Его положили на диван, уже больше не встал, он умер. Она все время каялась. Почему я с такой новостью и с таким вопросом встретила его? Вот она была такая. Она хорошо знала народную медицину. Такая аккуратная, такая умная, такая спокойная, такая разумная. Вот понимала людей, любила людей и очень много знала. Она из удмуртов.
это удмуртка отатарившаяся. После взятия Казани татары, даже не после, а вообще, когда Казанское ханство было, многие удмурты приняли мусульманство и отатарились. В том числе знаменитый татарский писатель Габдулла Тукай. Он считает, что по национальности был удмуртом. Так вот, я был в этих местах. Я объездил весь Татарстан, всю Удмуртию, Башкортостан, Кировскую область, в одним словом, весь все придурали. Много очень ездил, я раз я учился в Казанском тоже университете, то мы организовывали экспедиции, объездили все эти районы, Среднюю Азию, Сибирь, Кольский полуостров, Карелию. Вот мы, Архангельскую область, Коми республику, обиделись, какой широкий географический размах. И я всегда интересовался, как там на местах лечат, чем лечат, как лечат и так далее. Колдунов и ведьм я видел очень много. Но они такие же обыкновенные люди, только немножко поумнее, чем обыкновенный человек. Потому что у них острый ум, очень глубокое желание познать человека. Вот, например, те же самые знахари, они, может быть, и не знают, как лечить точно, или наугад лечат, но они так относятся внимательно к тому человеку, которого надо вылечить, излечить, так внимательно, и такие вопросы очень четкие, ясно ставят, познают суть человека. И, исходя из этой сути, они уже дают некоторые рекомендации. Так вот, у Елизаветы Ивановны было много, у Хаята Апы, а также у Елизаветы Ивановны было много оригинальных рецептов. Но оригинальные и очень действенные рецепты, их не так-то уж много бывает, но они много просто знали. Так вот, мне что понравилось у Елизаветы Ивановны Камашевой? Она говорила так, что любое растение, любая смесь трав может вылечить человека от любого заболевания, если уметь найти общий язык с растениями. В каждом растении, я уж теперь по-научному говорю, примерно от 200 до 700 различных химических веществ. Они находятся в разном соотношении. Это очень чуткие индикаторы. И человеческое воздействие человека, они ощущают. Они как бы понимают, в чем человек нуждается, в каких веществах, в каких соотношениях. И они понимают человека в том случае, если понимает человек их и по-доброму относится. Как кошки с собаками относятся к своим хозяям, очень понимают, и лошади. Точно так же, как бы и растения. Это как будто мистика, как бы это научно не доказать сложно, а может быть и даже невозможно. Так было раньше. И сейчас многие лаборатории занимаются этим вопросом. У нас в университете была лаборатория, возглавлял Широносов. Он как раз этим вопросом занимался, и я часто заходил к нему. Он тоже пытался найти такую научную сторону, найти доказательства. Это доказательство найти очень сложно, потому что между растениями и человеком устанавливаются связи через, как говорят, квантоволновую субстанцию. Что за это квантоволновая субстанция, сказать очень сложно, объяснить очень сложно. Физики это все формулами расписывают, математики. Но надо сказать, что основываясь на квантоволновой основе, создаются уже во многих странах так называемые квантовые компьютеры, которые способны обрабатывать информацию в количестве 340 миллиардов в секунду. Так что если будет создан по-настоящему большой квантовый компьютер, то тогда можно всю информацию, которая получена о структуре и функциях Вселенной, все это обработать. И тогда можно будет понять, что такое космос по-настоящему. И главное, что сейчас очень много говорят о космическом разуме, и можно найти обнаружить этот космический разум. Между прочим, за примером далеко не надо ходить. В Канаде уже такой компьютер есть, но пока он еще не загружен. У нас в Новосибирске построен тоже компьютер такой. И ученые смотрят, вокруг ходят, загрузить, опять нужно создать программу загрузки. Это очень непросто. А так 40 стран работают над созданием этого компьютера. Компьютер будет создан, а он обязательно будет создан, тогда мы будем лучше представлять Вселенную и найдем там то,
где тот участок, где находится вот, космический так называемый разум. И, между прочим, мы сами с вами участвуем в создании этого космического, в развитии этого космического разума. Потому что мы с вами из окружающей среды берем энергию физическую, химическую, биологическую, преобразуем и превращаем в особый вид энергии, так называемые неутроны. Они поступают там, они находятся, идут туда, где они более всего нужны. Этим самым я хочу сказать, что мы, наверняка, наше поколение сможет обнаружить этот космический разум, и в этом космическом разуме мы можем найти себя. И если мы найдем, то там на информационном уровне прописана наша судьба, и вот специалисты могут изменить эту судьбу. Так вот, если вот это будет, то вот где будет бизнес. Они начнут торговать нашими, так сказать, нашей информационной структурой и будут торговать. Это будет стоить бешеных денег. Какие там современные миллиардеры? Там будут богачи с богачей, наверное. Ну, конечно, это допустить нельзя. Самое главное, что, конечно, надо познать. Я это говорю не к тому, что нарисовать такую очень радостную картину. Пусть будет картина и радостная, но я хочу только сказать то, что, в общем-то говоря, человечество приближается к познанию как самого человека, так и Бога. И все же, раз такая умная категория людей, умный пласт людей, крупные ученые, лауреаты без таких лауреатов, они признают существование Бога. Ну, я, например, мне это очень нравится, что так они признают. Я рассчитываю на то, что в будущем все будет нормально, будет лучше. Конечно, экологическая обстановка будет плохая, но тем не менее человечество все равно найдет выход из положения. А если не найдет выхода, то тогда обязательно произойдет такой взрыв, какой был во время Октябрьской революции. Человечество сметет тех, кто мешает прогрессивно развиваться, и обновится наше общество в целом. Когда это будет сказать, очень сложно, но обязательно будет. Вот так и живем. Еще хочу сказать, что человек живет правильно, неправильно, с грехами, без грехов. Но, конечно же, многие живут с грехами. И мы сами думаем о том, что мы, наверное, тоже грешники. Помните, Иисус Христос говорил, кто считает, что он безгрешный, киньте в меня камень. Вот, то есть у каждого есть определенные грехи. Но как считают некоторые футурологи, психологи, считают, что человека Бог на тот свет не принимает грешным. Грех, ты сотворил грехи на этом свете, так вот и здесь, на этом свете, ты должен смыть эти грехи. А смыть можно грехи только через большие мучения, через духовное, либо душевное, либо через физические страдания. Так что мы так просто не умрем. Человек прожил, как Чубайс, богатый. Человек просто замечательно жил, все у него есть. Какой он счастливый. Дети получают образование, там дворцы есть, то все есть. Это все нажито нечестным трудом. И человек уже при смерти, ему лет 80, скажем. И вот наверняка он думает, вот я прожил, обеспечил всех, всю родню, материальным, необходимым. И вот какой я долг свой выполнил перед своим родом, перед своими детьми, перед поколением своим. Но это не так. Такой человек, который нажил все и жил нечестным путем, перед смертью вдруг осознает, что он прожил нечестно. Он великий большой грешник. И начинается мучение. Человек может перед смертью мучиться 5 минут, но эти 5 минут для умирающего человека тянутся бесконечно. Ему кажется, что он живет долго, сотни лет, и сотни лет он мучается. Это таким образом он смывает грехи. И когда смоет все грехи, тогда Бог его на тот свет пустит, пускай. Вот нас что ожидает. Поэтому давайте будем стараться жить без грехов. Правда, каждый человек смотрит на грехи субъективно. Одни считают одно грехом, другой совершенно не считает грехом. Но это подсказывает уже сердце. Мы все биологически одинаковые,
У нас очень много общее, много совпадает, в том числе и на оценку своих поступков. И отнести к грехам или не грехам, это мы сами определяем, но определяем правильно. Я хочу сказать, что миллиграмм – это 1/50 часть грамма, это же крошка маленькая, под микроскопом надо видеть. И проглотите, съедите там с хлебом или сахаром и так далее. Через 20 минут начнется галлюцинация. И вы почувствуете, что вы являетесь каким-то необыкновенным существом, сущностью, который принимает участие, творит жизнь, творит мир. То есть получается получать такую высокую, глубокую эйфорию, хорошее, так сказать, настроение. Но это не наркотическое средство. Это просто интересное, полезное вещество, которое действует вот таким образом на человека. Потом это все проходит. Но зато некоторое время человек чувствует себя просто великолепно. И при этом можно даже вылечить некоторые заболевания. Есть так называемая депрессия, болезнь, знаете ли, да? Попробуйте, лучше не входить в депрессивное состояние. Это очень тяжелая болезнь. И часто кончает человек самоубийством или же умирает. Вот депрессию иногда лечат. Есть у нас такое растение, как георгиевские кудри, наверное, знаете. Болит голова, непонятно, что и как бы привести себя в порядок. Там то ли давление, то что и так далее. Или накладываться одно на другое. Как выйти из такого тяжелого состояния? Удмурты говорят, это растение, ясменник душистый называется, либо георгиевские кудри по-народному. Он растет у нас в Удмуртии местами. Местами много встречается. Вот сделайте подушечку. Будете спать на этой подушечке. Пить нельзя. Не надо, потому что там есть некоторые ядовитые вещества. Правда, некоторые все равно употребляют, но тем не менее, я хочу сказать о том, что вот подобные растения, грибы я показываю на экскурсиях. Потом есть чародейский, так называемый травник, чародейский травник. Там примерно 15 видов. Одно дело перечень, а попробуйте в природе найти, если ни разу не видели. Ну, покажем, посмотрим, будем искать, найдем. Теперь есть так называемые мази. Есть мазь ведьм. Очень интересная мазь. Берете несколько компонентов, очень обыкновенных, делаете мазь, там растворяете в масле, мажете тело, и появляется ощущение полетности. Человек как бы летает. Как бы ночью он выходит из дома, там через окно или со двора, летит. У него такое ощущение. В книге «Мастер и Маргарита» Булгаков очень хорошо писал, как Маргарита летала. Это как раз под действием мази ведьм. То есть секреты есть у людей. Не все рецепты работают, но некоторые рецепты работают очень надежно. В том случае, если есть вера, если четко выполняется рецепт. Таким образом, я хотел сказать, что очень много есть материала, о чем можно рассказать. Очень интересные экскурсии можно проводить, тем более, что у меня уже есть определенный опыт. Но для того, чтобы определить экскурсии проводить, надо пройти теоретический курс. Что, как там и чего, как готовиться, что брать, как брать и так далее быть, чтобы, если поехать, идти куда-то, чтобы у вас было с собой взять. Ну, мы соберемся, кто запишется, то тех пригласим, и я проинструктирую перед тем, как выйти в природу. Один раз встретимся инструктаж, второй раз уже пойдем непосредственно собирать и знакомиться с природой, этими качествами. А природа очень интересна. Но у меня нет времени. Я бы вам дальше мог бы рассказать, как человек может себя настроить, как человек может вступать в контакт с окружающим миром. Люди мы все одинаковые, но мир душевный у каждого свой. Одни у некоторых получается, у других не получается. Не получается у тех, кто не так сильно старается и не так сильно убежден в том, что это может работать. Как сомнение возникает, то механизм действия рецепта ломается.
А вот когда с верой, то всегда можно получить нужный эффект. Я хочу сказать о том, что у меня вышла книга, но очень тираж для меня, ну, по крайней мере, дают немало. Все это приходится делать теперь на свои деньги. Лекарственные съедобные растения Удмуртии. Тут есть. Андрей, ты где? Перевозчик есть? А, вот он. Ох, какой высокий. Перевозчиком Андрей. Он у нас очень интересный человек. Он увлекается съедобными растениями, может питаться одной травой и выглядеть так красиво, как сейчас смотрится. Но вот, единственное, вот эти тонкости по отношению к человеку с окружающей средой, с различными объектами живой природы, мы можем познакомиться. А так теоретически, конечно, можно много-много рассказать. Ну, толк, конечно, тоже есть, наверное, но не такой. Пользы будет больше, если непосредственно познакомитесь и будете в контакте с окружающим миром. Книга вот так называется «150 рублей». У меня мало экземпляров. Пожалуйста, кому надо. А сейчас, пожалуйста, есть ли вопросы ко мне? Есть. Вот сначала большое вам спасибо за экскурсию, которую вы провели летом. Я была на ней, Да. на Волжке. Это было очень здорово, очень интересно, потому что на самом деле растения надо смотреть вживую. Вот. А еще у меня такой вопрос. Вот, сами вы на себе использовали вот эту вот массе ведьм и грибы? Сейчас, садитесь, я расскажу. В 2010 году у меня обнаружили диабет. Он сейчас продолжается. Показатель очень высокий был. У меня начались проблемы настолько, а диабет у меня начался с того, что у меня есть программа возрождения сельской жизни. Я с этой программой выступал у президента Волкова тогда еще. И вот также собрались люди, было около 180 человек. Я выступаю с программой, и вот люди сидят, все друг с другом переговариваются, никому не интересует. Это меня настолько сильно задело, настолько сильно повлияло. Я так выложился, я так рассказывал, я так готовился, я рассчитывал, я думал получить грант на это и буду притворять в жизнь свои идеи. Это я все описал в книге «Рассвет над деревней». У меня есть такая книга. Я это тоже иногда предлагаю. Пожалуйста, там много любопытного. Ну и я оттуда вышел из дворца, вот этого президентского дворца, весь опустошенный. Ничего себе, думаю, я стараюсь, и другие тоже стараются, и все это пустое. И вот тогда пришел домой, и в 12 часов ночи случился очень сильный приступ. Ну и вот у меня диабет начался. Никто не может ничего делать. В Москву мне дети, и там они меня обеспечили, прием у хороших врачей был. У нас в Ижевске никто ничего не может сделать. 17% до 13% довели, а ниже не могут сделать. Тогда что делать? Я поехал к знахарке Елизавете Ивановне. Я спросил: Елизавета Ивановна, сможете? Вот у меня такая болезнь. Она говорит: смогу, но с условием. С каким? Покажи георгиевские кудри. Ты же ботаник, ты же профессор все-таки. Я говорю: хорошо, покажу. И я был удивлен. Как только показал, небольшая лужайка, сплошь заросшая георгиевскими кудрями. У нее был мешок, такой из толстого целлофана. В миг на глазах у всех не успели сообразить, что она эту лужайку опустошила. Там ни одного растения не осталось на этой лужайке. Все это оказалось у нее в мешке. Потом мы обнаружили, что георгиевских кудрей много. И я когда увидел, какая она прыткая, такая, потом она выступала интересно, я поверил ей. Она знает. И она, самое главное, говорит о том, что к растениям надо иметь подход. Будешь иметь подход, и крапива будет помогать. А не будешь иметь подход, женщина не поможет. Действительно, у нас был такой бывший учитель Булатов. Он в Сюнсях жил. Он огород засадил женьшенем. Весь огород был засажен женьшенем, что вся Удмуртия могла бы вылечиться. Он предлагает, никто не берет. А почему? Потому что тот женьшень, который выращивают у нас,
Там он на Дальнем Востоке, в Китае и Корее, да, эффективен, особенно применительно к местному населению. А для нас, на нас он действует слабо или вообще не действует. Поэтому вот если у нас сиюха голубая, ее называют удмуртской валерианой. В Греции есть такая же сиюха, называется греческой валерианой, а у нас удмуртская валериана. Так вот, удмуртская валериана действует на жителей Удмуртии хорошо, а греческая валериана на греков. Есть вот такая очень интересная закономерность географическая. Вот. И вот Елизавета Ивановна сказала, я вылечу. Она меня вылечила. Нет, помогла мне. Когда я пришел к врачу, как это так у вас? 9 показатель, снизился до 9. А для моего возраста 9 это уже норма. А это потому, что она мне помогла. А чем она вылечила, я скажу. У меня рецепт записан. Я у нее кое-какие рецепты выудил. Они такие знахари, очень они своеобразные. У них никогда так просто не получишь готовый рецепт. Они скрывают. Ну, во-первых, боятся, во-вторых, это у них источник существования. И в-третьих, они хотят, чтобы дать рецепт человеку, которому не доверяют и кого уважают. Но когда действуешь баш на баш, то есть ты мне, я тебе дам такой-то рецепт, вот мазь ведьмия рецепта, она мне дала вот этот рецепт. Мне стало лучше. Теперь, когда тяжело, я опять обращаюсь к этому же рецепту, но иногда помогает, иногда нет. Организм привыкает. Каждый человек может найти, создать для себя рецепт. Потому что есть у каждого интуиция, подсознание. И вот с помощью интуиции вы можете выбрать то, что вам подходит. А я, как говорит Елизавета Ивановна, любое растение, но если найти подход, оно может помочь. Ведь если там от 500, от 200 до 700 разных химических веществ в каждом растении, то, конечно же, наверняка хотя бы одно вещество будет подходящее для тебя. В общем, природа, она очень интересна. С природой шутить не надо, с природой надо просто любить, уважать и заботиться. Вот тогда тебя природа, то есть растения и животные тоже поймут. А сколько животных, интересно. Я все время восторгаюсь алнашами, не потому что я алнашскими бабушками. Гоголь говорил о том, что в городе Миргороде на рынке все женщины, которые на базаре, на рынке, ведьмы. Когда я приезжаю в Алнаш и встречаюсь с бабушками, точно, такие добрые, это хорошие, но хорошие ведьмы, знают. Одна говорит, Виктор Васильевич, посмотрите, подойдите. Причем довольно четко. Подойдите, не четко говорит. Я подхожу, она открывает рот, во рту полон рот дождевых червей. Я говорю, что вы делаете? Потом она достает эти черви. Говорит, Виктор Васильевич, у меня папиллома. С помощью этого, с помощью этих дождевых червей я лечусь. А дождевые черви – это лекарственное животное. Дождевые черви, папиллома. Но дождевых червей же 20 с лишним видов у нас. Вот если возьмете навоз дождевые черви, то не подойдет. А если возьмете гумусированную почву, там дождевые черви, они более действенные. Но они толстые, жирные, их в рот-то брать. И вообще надо иметь смелость. А когда дело касается жизни, там на все пойдешь. Пауки и крестовики, которые кусаются, тоже лекарства. А кистяки есть, вот такие многощетинковые, вот такие кистяк, бегает вот такой червяк, многоножка, одним словом, тоже является лекарственным средством. Но передняя часть, там задняя, передняя часть как бы одинаковая, но передняя часть ее вперед отсекают. В общем, мир очень интересен. И к этим знахарям встречаешься, знакомишься, у каждого знахаря есть свои секреты, свои подходы. Но лучше всех, конечно, Елизавета Ивановна. Как она готовит лекарства. Пальцы длинные, но бывшая кулачка, работящая, с 7 лет живет самостоятельно. Отца забрали, репрессировали, и она самостоятельно выкарабкалась. Все за счет того, что вот занимался этим народной медициной.
В общем, так вот. Пожалуйста, если книга нужна, то я с удовольствием вам передам. Если нет, то закрываю. И Еще вопросы, наверное, благодарю есть. красавицу. Есть вопросы? Есть вопросы? Поход в какое время? Клещи не боитесь? Про клещей. Про клещи. В какое время Про поход? клещи. Когда мы не пошли в лес или там в природу, там всегда клещи есть летом, начиная с ранней весны. Поэтому я очень предупреждаю сразу. Я вам скажу, что надо делать, чтобы клещи не представляли опасность. Клещи, когда попадают на тело, они не сразу впиваются. Они 20 примерно минут совершают экскурсию по телу в поисках удобного места. Так что вы успеете прийти домой, раздеться и даже в природе раздеться и найти этих клещей. Они выбирают только определенные участки. Вероятнее всего, они впиваются именно там. Вот эти места вы будете активно изучать и обязательно поймаете клещей. У меня были случаи, когда я себя снимал до 20 клещей, но ничего такого не было, потому что ни одному клещу не позволит впиться в свое тело. Так, точно так же будете поступать, если будете придерживаться той инструкции, которую я дам. Еще, пожалуйста. Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, как вы понимаете счастье? Счастье, это, вообще-то говоря, это философия счастья. Кто как понимает, но счастье в моем представлении – это те планы, которые ты ставишь, выполняешь, и тебе никто не мешает выполнить этот план. Счастье, говорят, не в деньгах. И в деньгах, конечно, тоже счастье, когда деньги нужны. Но, опять же, даже богачи, умирая перед смертью, они мучаются больше, чем обыкновенный рядовой человек. Потому что у богачей есть ощущение того, что они жили нечестно. Раз нечестно, значит с грехами. И знают, что за грехи надо будет расплачиваться. Они боятся смерти. А если боишься смерти, разве это счастье? Ну, я смотрю по вашему улыбающемуся лицу, что вы счастливый человек. А рядом со мной Галиона, ну, молодец. Она образец счастья. Так, пожалуйста, еще вопросы. Вот вы говорите, что очень много знаете знаков, да? Немного, 62. Ну, это очень много. Потому что каждый знахарь имеет свой способ, свое вот это, как индивидуальное. Вот. Скажите, пожалуйста, ну вот знахарство это в основном как язычество у нас проходит, да ведь? Как вы относитесь к язычеству? Вот, например, сегодня крежевцы спели, что они сказали священное место, да ведь? Да. У каждого народа вот это свое священное место. Я, например, из рода Лудвыл-Пьес. Да. Это поля, луга, вот эта природа вся вот эта. Возьмите, пожалуйста. Ветры, ураганы, вот это мое. Есть керемел, есть куала, есть другие. Как вы относитесь вот к этому язычеству? К язычеству отношусь как к историческому факту, но сейчас от язычества можно кое-что взять. Но быть полным язычником, немножко это уже отсталость. Да. Сейчас передовая не только медицина, но и народная медицина тоже. Много уже опыта наработано. Там язычество народ был тогда, как мы говорим, темный. Но у язычника была сильная вера. Да. И за счет веры они могли лечиться. Есть такое выражение, что самым главным лекарством является вера. Но вера подразумевается вера в Бога, вера в светлые силы. Вообще-то говоря, мы не должны болеть. У нас организм устроен так, что мы можем не болеть, если не случайно. А так, если человек ведет правильный образ жизни, причем с детства ведет правильный образ жизни, он не должен болеть. Он должен умереть от старости, а не от болезни. Ну а раз болезнь есть, надо лечить. К язычеству я отношусь как к историческую, как к истории. Историю мы уважаем, и там что-то мы берем из истории. Точно так и из язычества. Ну, как моя мама была язычница, мои родители там все линии языческие. Как я могу не уважать? Я уважаю, но доверяю с трудом. Я когда язычник, вот эта Камаша, она типичная язычница.
Вот слушай, я у нее могу принять то, что принимает моя душа. Я через свой разум пропускаю и отсекаю то, что мне нравится, и принимаю то, что мне нравится. Но язычники очень хорошо знают природу. Вот если кто, а язычники лучше всего вступают в контакт с окружающим миром. Да. И обращаются тоже к Богу. И язычники, и христиане, и мусульмане обращаются к Богу, полагая, что высшая сила, высший разум – это там наверху. Говорили еще в средние века даже, если ты будешь сильно просить Бога искренне, то Бог тебе обязательно поможет. Не надо стесняться, надо просить. Ты не просишь у Бога, а ты свой организм приводишь в надлежащий порядок и внутренние ресурсы, энергию направляешь на излечение болезни. Вот нам таким образом. Надо философски подходить и многосторонне, и в конце-то концов можно достичь результата положительного. Но у вас вид хороший, вы хотя и болеете, но не такая страшная. Вы боретесь как раз, придерживаясь языческих обычаев, традиций. Иногда. Иногда, да. Вот внушайте себя, верьте в хорошее. Но если молитва помогает, молитесь. Молитва – это просьба. Но если там, давайте скажем, высший разум, там, Бог, скажем, слушает вашу молитву, или там слушает, не слушает, но когда чувствует, что видит, знает или ощущает, что вы все это делаете искренне и правильно, и вы достойны того, чтобы вам помочь, поможет обязательно. Так, еще какие вопросы? Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к дружбе? И были ли у вас в вашей жизни такие случаи, когда лучшие друзья уходили, но не в мир иной, а вообще вот дружба прекращалась? Нет, я к дружбе всегда хорошо относился, но надо сказать, что ближние друзья не столько я переживал за то, что они отошли от меня. Я переживал за то, что я в нем ошибся. Я же превратно представлял им неправильно, недостаточно хорошо. Я изучил этого человека, и мы разошлись. И я не жалею, я когда вижу о том, что да, действительно так и надо было сделать в интересах справедливости, тогда зачем переживать? Наоборот, надо радоваться, что хорошо, что сейчас отошел я от него. А если позже могу творить уже кое-что, еще будет существовать. Один из кандидатов оказался очень неблагодарным. Неблагодарность – это самое плохое качество. Конечно, всем я аспирантам своим помогал, и этому человеку особенно помогал. Но результат получился то, что человек остепенился, получил должность и совсем стал другим человеком. Не столько для меня, сколько для общества. Но я уже ничего не мог сделать, потому что мне к этому времени руки уже были короткие. Да я и не хотел что-то вредить. Пусть живет, пусть. Но общество поставило этого человека на место и ставит на место. Так что жизнь устроена так, что правильно все равно рано или поздно проявляет себя. Так, еще вопросы есть? Я вас благодарю за то, что... Есть еще. А вот чтобы изучать растения и делать из них лекарства, обязательно желание лечить других людей? Нет, если вы тоже человек, если хотите себя вылечить, то Но только из себя. ну, пожалуйста, лечите себя, а себя будете лечить. Но вообще-то говоря, сейчас ведь бизнес развивается. Когда человек овладевает каким-то методом, скажем, если вы будете овладеть методом лечения какого-то заболевания или облегчения участи того человека, который чем-то болеет, у вас, если будет результат, вы это все поймете, вы будете совершенствовать, и из этого вы постарайтесь обязательно сделать бизнес. Жить ведь надо. А как? Знание – это тоже материал для бизнеса. Вот я смотрю на него, вы так много знаете уже. Там у вас, в вашем кусту, в вашей деревне, организуйте бизнес и закажите сразу страницу. Не моя. Не ваша? Ну вот есть такие люди, которые чуть-чуть знают, чуть-чуть умеют, уже начинают заниматься бизнесом. Конечно, рано или поздно жизнь наказывает, но если человек мастерски владеет, то тогда, пожалуйста, разве это плохо, если делаешь людям хорошо?
Так, пожалуйста, еще. Немножко я не по плану повел Нет, себя. все нормально. Да, не по плану. Я просто говорю о том, А что куда экскурсия будет, Виктор Васильевич? это я сообщу. Вы мне дайте, я сообщаю свой адрес. Давайте. Телефон запишите. Запишите телефон. Звоните с 5 до 6, максимум до 7 часов. Вечера. Вечера, да. Только потому что в остальное время я должен заниматься своими делами. 8 909 817 64 48 или 52 62 88. Это городской телефон, домашний. С 5 до 7 часов, с 17 до 19 часов, потому что в 19 часов я уже ложусь спать, встаю 4:30, иду к вечному огню и там делаю круги каждый день. Я думаю, что иногда думаю, что больше помогает, либо лекарства, которых много и никуда не годные, либо вот режим дня. Я экспериментов не провожу, буду считать, что и то, и другое вместе помогает. Помогает настолько, что видите, я еще веду лекцию, шучу. Это значит, я живу, не просто живу, но живу интересно. Здоровье есть. Сколько лет вам? Ой, сказать. Скажите. Ну, потом вы разочаруетесь. Мне 78 лет. Нынче исполняется 78. Никогда не пил, никогда не курил, я имею в виду, не пьянствовал и не курил. Вот, что выполняет свой диван, я веду правильный образ жизни. Да. Вот у меня есть, это ваша книжка, но я ее покупала в магазине большом, да? А сами вы, там во второй части этой книги рецепты из съедобных диких трав. А сами вы используете вот эти дикие травы в еде? А как же? Готовите? А как же? А какие ваши любимые травы съедобные? Ну, любимых, наверное, нет, а есть подходящие, неподходящие. Ага. Подходящих. Но я диабет лечу. Ага. Диабет лечу. Разные составы. Но вот очень люблю топинамбур. Стручки фасоли, они подходят. Ну, там целая смесь. А топинамбур вы листья употребляете или корни? И корни, и листья Но тоже. и корни такие горькие, пригорькие. Ничего. Ничего. Ой, прошу, это я с девисилом спуталась. А девисил это другое дело. Да. Я девисил еще послушала, это невозможно взять. Ну, видите, девисил, молодец. Нет. Девисилов у нас много видов. Есть дикий девисил, девисил британский называется, девисил высокий есть. Вот такие. Есть девисил, которые в огородах выращивают. Конечно, дикорастущий девисил помогает не больше, лучше, но зато огородный девисил, он вырастает очень мощно, и одно растение может лечить. А топинамбур. Но девисил ведь тоже высокий. Тоже высокий, да. Топинамбур просто много сортов, которые это тоже корни, эти картошка горьковатая, она как натуральная картошка. Нет, картошка, у меня топинамбур вкусный, нормально, только что не чистить замучаешься. Вы тоже мучаетесь диабетом, да? У меня он уже диабет. Виктор Васильевич, а скажите мне еще, пожалуйста, теряют ли растения огородные свои свойства, вот элементарные, петрушка, укроп, лук, если также в почву добавляют сейчас добавки различные? Конечно, лучше без добавок. Потому что любое химическое вещество, когда входит в растение, он входит не просто в растение, а в фабрику, где очень много различных химических веществ, и с каждым веществом он может вступить в реакцию. Конечно, лучше всего безо всяких химических веществ. Ну вот, как говорят, питание должно быть тоже таким, настоящее питание, чтобы выращивали без всяких этих удобрений, там, гербицидов и так далее. Мало того, что я вам скажу о том, что вот Иоанн Предтеча, который крестил Иисуса Христа, он вообще питался дикорастущими растениями. Он считал, что
теми растениями, которые выращивает человек, овес, там, кукуруза там, или там, пшеница, питаться нельзя, потому что якобы грех. А вот если как вот этот красавец стоит, Андрей, питаться только не. Просто не вот это, очень просто. Вот это уже более полезно. Очень мужественный человек, он вегетарианец такой. Причем не простой вегетарианец. Он изучает это дело. Это дело изучает очень глубоко. Со временем из него получится очень хороший специалист по народной медицине или по своей переводчиковской медицине. Он бывал уже в Индии, бывал уже в Шри-Ланке, бывал в различных странах, буддизм хорошо знает, знает синтоизм, получается индуизм, кришнаизм, еще что. Он вот сейчас собирается в Египет, или уже ездили. Вот Египет поедет. А почему Египет? Египет – это очень интересная страна. Это семитская группа народов, древние египтяне и египтяне. Первое и второе считают, что на Египет большое влияние оказали Атланта из Атлантиды. Был такой остров государства Атлантида, оно ушло под воду. А все же часть людей оттуда вышла. И они оказались в Древнем Египте. Вот эти пирамиды построены, считают, что это дело рук атлантов. А часть атлантов ушла в Америку, где инки, где майя. Они тоже там пирамиды понастроили. Часть ушла на Ближний Восток. Там есть Пномпень, там Лаос, Камбодж, Кампуче. Там тоже есть такие же дворцы. У нас есть Аркаим на Южном Урале. Стоунхендж есть на юге Англии, Ирландии. Они то дело рук во всей вероятности атлантов считаются. Могучие люди. Они обладали очень многим. Они научили людей играть в карты. Научили вооружить, это оттуда пошло. Ведьмы и колдуны пошли оттуда. Они распространились повсеместно. А почему? А евреи, древние евреи, они хваткий народ, умный народ. Они переняли очень много и распространили на всю Европу и на весь мир. Ну вот считают так. Правда это или неправда, потому что само существование атлантов, и то под вопросом. Но историки некоторые пишут, что это так. Ну откуда нам, простым смертным, знать? Вот Андрей со временем узнает лучше, чем мы знаем. Так. Вопрос. Нам сейчас заводят много всяких иностранных фруктов. То есть они у нас не произрастают, а мы покупаем и едим. Вот это не будет чужеродный посев? Конечно, чужеродный. Конечно, чужеродный. Американцы питаются сами более чистым продуктом, а поставляют нам и мясо, и продукты самые худшие. Там очень много химических веществ. Вот, например, Средняя Азия поставляет дыни, арбузы, дыни. Дыни некоторые есть просто невозможно. Сплошное удобрение. Нитраты больше. Конечно, желательно, чтобы отечественные, еще желательно, чтобы у себя в огороде. Еще вопрос, Виктор Васильевич. Ставлю же. Вот мы, кто имеем свои огороды, садоогороды, участки, да, сейчас очень много семян вот этих лекарственных трав, говорим, других трав. Вот иногда такое чувство, что сеешь и думаешь, это не мое, это не надо. Это как? Ну, послушайте свое сердце, ваше сердце правильно подсказывает. Вот. Но если, например, огурцы, то наши огурцы лучше сеять. Вот. А вот сколько у нас сортов? А цветов сколько выращивается? Огромное количество. У нас цветоводство подорвали в России. 3 года Голландия прекратила поставлять семена в нашу страну. И за эти 3 года семеноводство у нас было подорвано. Потому что когда поставляли они дешевые семена и очень хорошие семена, то наши обленились. Ну зачем, когда можно по дешевке покупать, и перестали заниматься семеноводством. И потом раз прекратили. А прекратили затем. Зачем? А с тем, чтобы подороже продать. Они как бы добились своего. Теперь опомнились наши. Теперь уже цветоводство тоже занимается. И овощеводство тоже, между прочим, у нас уже можно много своих сортов. У нас во главе цветоводческого дела сын Волкова, у нас в Удмуртии. Он старается. Как получится, неизвестно, потому что он не специалист в области цветов, он не ботаник. Как вы правильно говорите, лучше свое. Но ведь
Такие травы тоже хочется иметь на Ну, огороде. понемножку, возьмите, раз хочется. Так, еще какой-то рука была поднята. Да, пожалуйста. А как вы относитесь к генно-модифицированным? Вот сейчас как раз мы разговор ведем, и там, конечно, отрицательно. Отрицательно. Это искусственные силы потенциальные растений усиливать или животных на предмет того, чтобы повысить урожайность, повысить продуктивность. Вот таким образом. А на самом деле это химия. Так. У меня совсем такой очень вопрос. У меня много шиповника растет, я его посадила, да, и даже не успеваю собрать весь. А то, что остается, птицы не склевывают. Там что-то в шиповнике есть, что птицы, что там что-то вредное в шиповнике. Почему они Да не нет. склевывают? Вот он, ягоды просто чернеют, и до самого следующего года. Вообще-то говоря, плоды шиповника должны съедаться. Но дело в том, что в плодах шиповника, если вы откроете, там есть какая-то мохнатость. Волосики, И да. семена такие Да. твердые. Потом, не воспринимает. Их такого нет у других. А у шиповника есть. И как бы рассматривается как неестественность. А раз неестественно, они, видимо, делают вывод, что не надо неестественно пожалуй. А вы-то сами потрудились. Шиповник наш? Да. Я сушу шиповник, я все сушу, но шиповник, красную мивину и боярышник перемалываю мелко-мелко, и все перемалывается, кроме зернышек шиповника, и завариваю. Да. И после этого очень хорошо спится. Так, еще вопросы? Вам? Да, пожалуйста. Виктор Васильевич, как вы думаете, сколько ресурсов человеческого тела? И второй вопрос, возможно ли бессмертие? Что? Бессмертие. Возможно ли бессмертие? Бессмертным невозможно, потому что биологические объекты бессмертны не могут жить. Даже одноклеточные организмы, бактерии, которые делятся делением, рано или поздно, как эта линия Клинча заканчивается. Вот вчера умерла женщина в возрасте 128 лет. А раньше умер мужчина-японец в возрасте, по-моему, 126 лет. По-моему, предел у нас для человека, некоторые считают, что 200 лет. Наверняка, давайте будем смотреть более реально, наверное, 150 лет. Потому что человеческий организм изнашивается. Потому что, сейчас я вам скажу анекдот напоследок. Одна бабка пришла в магазин и просит рыбу. Продавец говорит: вот, бабушка, возьмите вот сачок, вот аквариуме, там рыба есть, рыба плавает. Возьмите любую рыбу и купите. Она говорит, что нет, мне такая рыба не нужна, мне свежая нужна. Разве она не свежая, раз она живая? Как она живая? Так вот, как она свежая? Я ведь тоже живая, но не свежая. Такую рыбу надо. Ладно, чтобы свой свежесть не потеряли, очень свежее, интересно смотрите. Давайте мы на этом закончим. Спасибо. Да, давайте. Так, вот, 500. Давайте сделаем вообще вот туда, Виктор Васильевич. А вы директор? Нет. Давай. Вот. Вы хорошие люди. Да.